По времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в арт-студии «Аква», и рядом со мной ее руководитель. Знакомьтесь, это Галина Эртюкова. И сегодня мы вместе с ней вновь будем творить. Галина, здравствуйте, расскажите, что это вообще, да, из чего и как мы все это будем делать? Это вот у нас из фанеры 10 миллиметров. Олененок такой очень красочный, зимний, можно сказать. Зимний. Ну, а можно же поставить его и летом, будет радовать глаз? Конечно. Он из-за того, что он белый, и поэтому, наверное, скорее всего... Ассоциация с зимой. Да? Ну, мы можем сделать, допустим, такие фигурки, я вижу здесь в виде ангела, да? Но пока еще безликого, да? Красивый лебедь есть у нас также, да? То есть такие элементы декора из фанеры, они на любой вкус и цвет. Да, на любой возраст. На любой возраст тоже. Хорошо, но вы же у нас являетесь художником? Да, я художник, свободный художник и являюсь руководителем студии. Поэтому, конечно, от вас мы сегодня ждем красочную роспись, правильно? Да. Хорошо, с чего начнем? Для начала я хочу рассказать, что вот у нас фанера, да? Из фанеры изготовленная фигурка. Мы ее загрунтовываем. Она получится вот такой. Грунт у нас применяется акриловый грунт. Сколько примерно подсыхает? Примерно 12 часов. Ну поэтому вы сделали все заранее, верно? Да, чтобы нам можно было сделать на эфире, мы сделали вот заранее. Хорошо. Так, здесь передо мной просто буйство красок. Это примерный, вы мне дали, да, такой вариант того, как можно расписать. Да, такие фигурки, в свитерах зверюшки можно сделать как вариант разных расцветок. Хорошо, ну итак, наш олененок готов. Конечно же, ну белый олень — это совсем немножечко неинтересно. Нужно добавить все-таки ему и изображение какое-то, да? Особенного. Изюминку. Ну, давайте. Можно добавить растительности какого-нибудь. Сюда на него? Да. Прямо здесь можно добавить какие-то веточки. Веточки еловые, да? Ну, давайте начнем. Для вообще основной работы что мы используем? Сегодня для работы мы используем акварель. Хотя у нас здесь олененок акриловыми красками сделанный, но мы сегодня будем использовать акварель. То есть такой бюджетный вариант, по сути, да? Фигурка, наверное, не очень дорогая, да? Краски, они тоже не затратные, грунт тоже недорогой, но зато можно сотворить такое произведение искусства своими руками практически, да? Да. Хорошо, ну давайте начнем. Давайте. Итак, что нам для этого нужно? Баночка с водой, акварель, кисточки. А вот сразу кисточки для тех, вот, кто пользуется, там, я не знаю, на уроках труда в школе, либо кто увлеченно рисует в свободное время, натуральные или искусственные лучше использовать? Ну, скорее всего, подойдут синтетика и белка, чтобы можно было, ну вот, удобно рисовать. Рисовать, да? Хорошо. Мы сначала должны нанести что-то, да, как бы очертания, или сразу к краскам приступать? Да, можно карандашом нарисовать что-нибудь такое, чтобы можно было по карандашной линии нарисовать, да. Допустим, здесь мы рисуем какой-то интересный растительный орнамент. Да. А также можно использовать еще гелевую ручку для того, чтобы можно было красиво передать графику. Вот. Можно с двух сторон, да, такие. Вы можете что-то дополнить здесь. Да. Собственно говоря, у нас остался хвостик. А как, мне кажется, нужно ему мордашку, да? Ну, давайте. А мордашку это? Мордашка подойдет любая. Можно сделать так, как будто бы глаза закрыты, как будто бы он слушает тишину. Вот так, да? Да. Ага. А носик? Носик точечки можно сделать. У него какой-то здесь черный носичек, да? Да.
себе. Это олененок, а это лось. А, так это вообще другой, оказывается, персонаж. А я все думала, что должен получиться олень. Все, это уже лось же. Да. Так, у него точки должны быть, да? Ну, можно черточку такую. Ну-ка, сделайте. Я вообще не понимаю, что у него должно быть. Ну, можно такую какую-то Мгм. черточку сделать. А И- вот с рогами? ротик еще. А ротик как? Вот Ротик пускай улыбается. так улыбается. Да, Ага. отлично. Можно добавить реснички, смотрящие вниз реснички. Чувствую себя ребенком 1 класса, который так увлеченно смотрит, думает, ничего себе, что-то да вышло, что-то получается, друзья. Так, еще что мы можем добавить? Мгм. Ну, в принципе, все. Все, да? Да. Все гениальное просто. Вот. Ага. Мгм. Осталось И? дело за малым. Мы сначала должны раскрасить фон или детали? Фон, да? Или он у нас Да. тоже белый? Давайте фон сделаем. Ага. Давайте. Давайте сделаем фон. Так, нам нужна салфеточка. Вот, нужно всегда чистить кисточку. Галина, а вы давно рисуете? Вот прям художник с самого глубокого детства? Да, да. Как себя помню, я рисовала, любила рисовать, повторяла за взрослыми, что они рисуют. Мгм. И так пошло-поехало, что мне захотелось стать художником. И получается, что я осуществила свою мечту стать художником. Как здорово, да? То есть, вы получили образование, да? Да, я училась в Санкт-Петербурге, университет технологий и дизайна. Вот. И с тех пор я работаю. Наверное, работали преподавателем по рисованию в школе, да? Да. Долгое время. Но бывало по-разному. Педагогом доп. Образования работала, учителем рисования работала тоже. Ну вот сейчас занимаюсь именно творчеством. Да, мне очень понравилось, как вы сказали, я свободный художник. Да, Это свободный так художник. звучит, понимаете, то есть если даже вот просто назвать вас художником, это одно дело. Но когда говоришь свободный художник, мне кажется, Да. это как-то так... Какой-то смысл, да? Да, какой-то смысл есть. Сразу понятно, что вы не преподаете уже, да, Да. не сидите, знаете, там с 9 до 6 в каком-то офисе, к примеру, да, и работаете. Вы свободны. Захотела — нарисовала, захотела — не нарисовала, да? Точно. Вот вообще у художников же есть свои направления, да, то есть кто-то, допустим, рисует портреты, кто-то любит рисовать природу, да, на холсте. У вас как больше? Ну, у меня, я даже не могу себя как-то так обозначить. Поэтому, ну, что душе лежит, то и рисую, можно сказать. Так. То есть жиденько так должно быть, да? Полупрозрачно. Мгм. А если рисовать акрилом, да, вот мы видим, что он поярче, да, смотрится? Да. Именно. Оказывается, еще и рисуют еще гуашью, а потом его лакируют. То есть так можно, да, сделать? Но я думаю, здесь фантазия может работать по-разному. Можно потом добавить какой-то циферблат, получатся часы, да. Можно как-то провести какую-нибудь лампочку, будет какой-нибудь светильник, ночник, да. То есть к этим фанерным таким фигуркам можно добавить некоторые, ну я вот, например, представила, бывают же такие гирлянды, которые на батарейках, да, обмотать можно вот этого оленя, и будет такой ночник для ребенка новогодний. Можно как подставку под ювелирные изделия, да? Да, тоже, кстати говоря, любят девушки-модницы вот сюда понавесить цепочки, да, свои, пожалуйста. Вкрутить сюда какие-то дополнительные крючки, и сюда можно колечки повесить, да? Ну, такая очень многофункциональная фигурка, я бы сказала, да? Можно использовать как подставка на телефон. О, для телефона, да? На телефон. Подставка для телефона поставила и наблюдаешь, что происходит в мире, да? Ну, с ангелочком здесь так вообще полет фантазии. Но мне почему-то хочется какую-то свечу сюда, еще что-то добавить, да? Такое какое-то должно быть, какое-то очень такое романтичное настроение с ангелочком.
Ну и такие мастер-классы проводите вы как и для взрослых, так и для детей. Это будет интересно, да? Ага. Экспериментирую. Вы же свободный художник, да? Импровизирую, да. Импровизируете. Мгм. Вы сейчас смело так добавите сиреневый цвет? Ну да. Это сиреневый или фиолетовый? Это... Нет, это не сиреневый и не фиолетовый. Ага. Вот так, видите, все-таки у художника свой взгляд даже на цвет. Вот по мне так это сиреневый. Она говорит, это и не сиреневый, и не фиолетовый. А вот про вдохновение всегда я тоже люблю спрашивать. У художника же ведь нет этого чувства на постоянной основе, да? Вы же, наверное, можете проснуться среди ночи и захотеть рисовать, или какая-то придет картинка в голову. Да, такое Бывает может, такое? да, такое может быть, ага. А можете заставить себя, ну, допустим, специально поехать в лес, сесть и вот сидеть, ждать, и вот какая-то идея приходит. Можно вызвать у себя это желание рисовать? Ну, на природе обычно, когда на природу выходишь, там своя эстетика, своя гармония, и ловишь везде вдохновение, поэтому, когда выходишь на природу, это уже вдохновение. Уже вдохновение, Да. да? Да. А музыка? Вас может заставить музыка рисовать? Конечно, Да? да, конечно. То есть прослушали какую-то композицию и сразу хочется кисть взять, да? Да. Ой, как я вам завидую, что вы такой вот творческий человек. Мне вот, например, это, конечно, не дано. Хотя иногда, когда какие-то вещи получаются вот во время мастер-классов, мне кажется, что если бы вовремя это заметить и развить, мне кажется, я бы, может быть, и была каким-нибудь Художником. художником. Мгм. Так, внутреннюю часть мы тоже окрасить должны. Да, можно. А почему вы решили сегодня акрилом, а не вот яркими красками? Акварели, да? Да. Акварель, она же полупрозрачная такая. Да. Ну, для дерева можно использовать, ну, я хотела показать, что можно даже и акварелью рисовать, если, ну, вот, если человек не может себе позволить там, дорогие эти краски, да? Мгм. А сегодня вот вы являетесь руководителем студии, да, люди стали больше увлекаться, да, вот творчеством. Да, мне кажется, что все больше людей приходят именно на мастер-классы преклонного возраста. Это здорово же, да? Да, очень Это здорово. Наверное, это может быть связано, люди хотят как-то отвлечься, да? Да, Ищут себя, это здорово. Вот еще лет 10-15 назад же сложно было представить, что у нас были бы какие-то мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, да, по дизайну, декору. Ну и люди сидели и даже не знали о том, что есть такая уникальная возможность. А сейчас приди, просто попробуй. Да. Я вот всегда говорю в рамках нашего эфира о том, что не нужно быть профессионалом в той или иной сфере. Можно себя найти в любой сфере, просто нужно пробовать, экспериментировать. И вот поэтому наш проект и существует. Мы вам покажем, потому что мы показываем одно, второе, третье, и, может быть, глядя на наш пример, кто-то из телезрителей потом глянет, придет и поймет, что вот как здорово, как все-таки здорово творить да. и созидать. А я вот, например, даже когда наблюдаю за тем, вот как происходит тот или иной процесс, мне уже это нравится, особенно нравится. Раз уж мы взяли фиолетовый цвет, я хочу взять какой-то такой оранжевый или желтый. Вот я думаю, какой из них взять. Давайте желтый тогда возьмем. Но у меня иногда такое бывает, что я не могу определиться, какого цвета. Допустим, я вышла на пленэр, ну это на природу рисовать, и сижу и смотрю на натуру и рисую, да. Потом спрашиваю себя, какой интересный этот цвет и правильный ли цвет, который я сейчас использую, да. Сижу, смотрю очень долго, потом спрашиваю, как будто бы разговариваю с этой натурой, спрашиваю, какой у тебя цвет, говорю, зеленый или синий. Потом беру краску, например, зеленую краску беру на палитру, потом смотрю на натуру, на палитру. Нет,
не синий, а оказывается зеленый. Вот такое происходит даже, да? Да. Очень интересно. Я как разговариваю с натурой. Знаете, вот говорят же, талантливые люди, Со они цветом да, можно, по-своему да? немножечко, как бы, возможно, для кого-то это будет выглядеть, что немножечко сумасшедший, да, ну сидишь Да. и разговариваешь, да, но на самом деле, видите, это работает ведь, потому что вы же слышите, вы умеете слышать это и видеть. Да. Ну а те люди, которые, конечно, не развивают в себе это, для нас это, конечно, было бы немножечко странно. Странновато. Да, да, да. Вот у нас немножко фантастический лось. Лось. Нет, сначала мы сделали его коричневым, потом Да. он приобрел розовый цвет, сиреневый, желтый. Да, В общем, вот видите, как все происходит во время эфира. Просто в рамках наших 26 минут резко поменялась идея какая-то. Ну, на то и есть талантливый человек. На то и творчество. Творчество, да, так. Боюсь теперь представить, какие у него должны быть ножки. Ага. Ну, давайте ножки тогда все-таки сделаем фиолетовыми, да? Давайте, темными, да? Можно. Почему-то у меня в детстве, когда я училась у своих педагогов, они были неразговорчивыми людьми. И, наверное, из-за этого так пошло, что я тоже не сильно много рассказываю. Но вот когда сюда приходят люди, наверное, своей душой какой-то чувствует, что должно быть так. Ну, конечно, я подсказываю, что надо делать. Да. Но Ну, и, кстати, многие художники, они же ведь не многословны, да, они больше в себе, да, и это совершенно нормально, но, конечно, когда вы ведете мастер-класс, то говорить-то надо, да? Да, Хочешь, не да. хочешь, надо. То есть вы выходите из своей зоны комфорта. Если одна сидишь на природе, молчишь, дорисуешь и там мысленно разговариваешь с природой, а здесь все-таки говорить приходится, да? да, приходится. Вот. Поэтому... Ну, иногда, конечно, хочется общаться. У меня муж вообще сильно неразговорчивый человек. Я сама пытаюсь с ним разговаривать, и получается, у нас в паре я разговорчивее, чем он. Поэтому все в сравнении. Да, познается, да. Все в сравнении, как будто бы. А вот какие краски вообще нежелательно использовать по работе с деревом? Ну, не очень, допустим, хорошо. Размазываются, быстро сохнут, может быть, как-то. Нет, ну с деревом любая краска, по-моему, подходит. Акварель очень даже хорошо подходит. Акварель даже подходит, когда без грунта. То есть можно То есть вот на взять, такую основу? Да. Тут-то грунтовано ПВА клеем. Уже, да. Да. А вот это просто деревяшки, остатки, да? Вот здесь уже можно попробовать там акварелью пописать, порисовать. Да? Тоже будет работать? А оно Да. будет смываться? Ну, надо посмотреть. Это уже надо прочувствовать. Так, сейчас. Пока вы доделываете нашего волшебного Лося. лося, я тут проэкспериментирую. Посмотрим, как на незагрунтованном дереве ведет себя акварелька. Хорошо известная акварелька, да, с детства? Да. Это медовая, да, акварель? Или нет? Нет, просто акварель. А чем отличается Художественная. медовая от не медовой? Ну, не знаю даже. Может, из-за того, что там какой-то другой ингредиент. Не знаю. Дети обычно же краски едят. Да, вот я вспомнила. Кисточки, например, слизывают, да? Может, из-за этого они так называется, что медовые, чтобы они даже на вкус могли попробовать. Не знаю, вот. А вы помните какую-нибудь работу свою, которая вас прям вдохновляла, не знаю, прям, или же которую вы до сих пор бережно храните, может быть, даже просто хотя бы в памяти? Работу Есть свою? Да, какая-то вот прям любимая ваша. Ну, у меня самая большая работа, которую я делала, это было перерождение. Ну, огромная работа, 1,40 на метр. Вот. И это... Ну,
так как у меня 4 детей, я все время сидела в декретном отпуске, ну вот с детьми, да? 4 детей? Да. Вот, то есть вы говорите, вы немногословно, муж у вас тоже не говорит. Ну, ясно, понятно, что вы, наверное, говорите их. Вам и некогда, потому что у вас все время дети говорят вокруг вас, да? Шум, гам. Здорово. И вот вы говорите, сидели в декрете. Вот. Поэтому я занималась детьми, домом, да. Вот. Потом прошло очень много времени. Я-то художник, я должна себя как-то самореализовываться, да. Очень-очень этого, ну вот. Не хватало. Да, не хватало. И вот после того, как дети уже подросли, я уже начала рисовать. Картина за картиной. И вот первая такая большая картина, вот именно перерождение я сделала. Но это символическое такое. Картина символическая. Выставляла в этом художественной галерее, по-моему. Юргель. Я знаю там администрацию галереи, поэтому там в основном участвую на выставках, ну и отправляю куда-нибудь российские выставки тоже, вот, свои работы. А вот талант такой, он передается по крови или нет? Дети у вас стали творческими тоже или нет? Или это все-таки надо в себе поймать и развивать? Да, скорее всего, надо поймать. Да? Потому что никто у меня не рисует, хотя старший сын, он ну вот, он еще и занимался у Мандар-Ус. Вот, и он там ковал железо. Ну то есть работал такой тяжелым, да? Но тоже творчество же, да? Делал себе хомус и нож якутский. Ну, значит, тоже творческий человек. Так. Ой, чуть-чуть туда, ну ладно. Да. И там вот эти глазки тоже, тоже ручкой делаем. Носик, ручку. Очень хорошо. Хвостик Здесь, надо. Тоже полосочки или не нужны? Ну, здесь, в принципе, точки можно вот такие точечки добавить, вот такие вот. Вокруг завиточка такие красивые. Уже заиграла по-другому, да? Да. Как-то простые линии стали по-другому. А я вот хочу показать результат того, когда наносишь акриловую краску на древесину, которая не покрыта ни грунтом, ни ПВА, ничем. И вот тоже работает. Размазать можно, впитывается не быстро. То есть, пожалуйста, любые цвета перемешать между собой тоже возможно. И уже буквально вот за минуту все подсохло. Да, впитывает, да, дерево? Моментально. Дерево такое, ну, натуральный материал, поэтому очень-очень хорошо с ней работать, да? Ну да. Говорят же, что с натуральными продуктами это какая-то типа медитация, да? Своя энергетика, да, получается? Да, с деревом. Уже другой вид. Подождите, это еще не все, да? Давайте добавим декоративности, да? Еще добавим. То есть мы берем лак акриловый и наносим вот сюда, да? Прямо. На ножки, да? На ножки можно. Мы здесь добавим пыльцу, волшебную пыльцу. Волшебную пыльцу. Интрига. Да. Что же такое волшебная пыльца? Вот, золотая пыльца. Да. Нам нужно его, да,
Давайте подложим что-то, да? Что-то такое. Прямо, чтобы сюда осыпалось. Угу. Берем мастихин. Так вот. Так, и нужно будет как-то постучать, Чтобы не сильно упала, да? Угу, аккуратненько. Достаточно, я думаю. Угу. Так, пусть пока полежит. Очень даже здорово получается. Как-то получилось так все очень волшебно. Да. Даже не предполагала, что такое возможно. Ну что, подождали мы немножечко, пару минут, все подсохло, но лишнее. Давайте постучим, да? Пыльца наша сошла. И с ножек тоже. Ой, так, да. Все уже. Вот так. Легким движением наших рук, не одной руки, а 4 рук, за прекрасной беседой мы завершили нашу работу. Обратите внимание, дорогие друзья, все, вновь скажу, гениальное просто, да? Да. Вот сидели мы, беседовали, разговаривали. Сначала стартанули с одного цвета, ушли в другой цвет, доделали, приделали, добавили вот такую звездную пыль, и у нас получился совершенно волшебный лосенок. Творите, созидайте, пробуйте, ищите себя в различных направлениях искусства, и, возможно, именно это для вас станет таким неким удовольствием, в первую очередь, наслаждением, ну и, конечно, восхищением, потому что вот мы, например, когда смотрим на готовый уже продукт, мы очень рады этому и получаем массу позитивных эмоций. Галина, спасибо вам большое. Спасибо вам. Желаем вам творческого вдохновения, побольше людей, которые приходят на ваш мастер-класс и получают такое же удовольствие, как и я. Ну и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое, вам тоже. До новых встреч!